четвертый вариант. Где он? Почему вы нам проталкиваете три варианта? Одна ложь из ваших уст. Вы порядочный человек, взрослый, почему нам врете постоянно? Тот вариант, который был представлен на последнем митинге, так называемый четвертый вариант, был отправлен разработчикам. Разработчики рассмотрели этот вариант и по нему дали обоснованный ответ, почему этот вариант не реализован. Если вы хотите ознакомиться полноценно с этим ответом, мы поняли вас, то есть ответов у вас нет. Зачем тогда писать бумажку о том, что вы этот наш генплан что-то здесь делают? Это получается, скажем так, манипуляция людьми. Нет у нас обратной связи, понимаете? Нам обещали позвонить. 2 месяца назад позвонить обещали. С нами связаться. Мы сами на свой страх и риск, не с профессионалы, начали делать, выбирать четвертый вариант, какой-то разрабатывать. Хотя этим не должны были заниматься. А нам говорят, что вот на связи не идут. Анастасия, вопрос очень простой. Как вы можете говорить, что тот вариант четвертый, который мы предложили, лично я в этом участвовал, лично Валерий по этим всем дорогам, подождите, я вам скажу, когда можно сказать. А лично он проехал по дорогам, ни одного дома по этому варианту, ни одного СНТ, Маяк, Царицынский лес и так далее не сносится. Почему об этом говорите? Вы говорите про тот вариант, который в проекте генерального плана есть. Вы повторили тот материал, который уже в генеральном плане заложен. Вы знаете, и эта дорога там планируется. Вот вы знаете, спасибо, что вы это сейчас подтвердили. Жители Дербышек, слышите? Говорят, что тот вариант, который мы заложили в четвертый вариант, эти дороги все запланированы. И последний вопрос. Я вот хотел последний вопрос задать. Хорошо, последний вопрос. Вот все время говорят, вот Роман об этом говорит, что не сразу по вами бульдозеры пойдут, а постепенно, да, через какое-то время. Мы вас не сразу убьем, да, то есть, а потихонечку, да, потом мы вас построим вам дороги. Так я понимаю. Вот весь этот генплан нужен очень большим людям. Люди, которые владеют всей землей города Казани. Это не муниципалы. Есть там фамилии, и все их прекрасно знают. Москвичи рисовали этот генплан со своим московским подходом, со своими доходами. Знаете, сколько стоит реализация этого генплана? 2 триллиона. Это 100 бюджетов города Казани. По Конституции самые главные люди кто в России? Это народ. А кто такой администрация? Администрация – это исполнительная власть, которая исполняет с нами наши желания. Все наоборот. Сейчас, в настоящее время, исполнительная власть диктует нам, что она хочет. А мы говорим, что мы хотим другого. Веры нет администрации! Веры нет администрации! Нету веры администрации! Вот народ услышит, администрация, Роман, глава Советского района, услышьте, пожалуйста, нас. Уехал уже! Здесь он есть. Он нас хотел уничтожить своими 3 вариантами. Вот я хотел... Генплан не нужен! Спасибо. Они хотят побольше себе положить в карман и, как говорится, заткнуть нам свои, чтобы мы заткнули свои рты. Я просто хочу одну понять. Когда они прекратят работать, лоббировать только свои интересы? Никогда. Вот когда? Никогда. Эминде инде халык әйтә, трактор каршысына чыгып басабыз да, яшьләр әйтәләр инде аны, басабыз, безнең аркылы үтеп китсен диләр. Шулай дип әйтәләр, нишлисең инде монда хәзер? Они хотят нас уничтожить, и все. Что делать? Выходить? 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч. Ну, может, они услышат нас когда-нибудь. А если не услышат, ну, будем применять другим, будем останавливать дороги. А другого нет выхода. Видимо, что-то нужно делать, а мы не хотим этого. Мы хотим 4-й вариант. Просто 4-й вариант, и все.